Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Самые масштабные раскопки в Якутске за последние десятилетия проходят сейчас на перекрестке улицы Каландарашвили и переулка Марка Жиркова. Квартал, где проходят раскопки, планируется под застройку. По действующему законодательству, перед тем, как начинаются строительные работы, необходимо проведение раскопок. И уже на этом месте найдено много уникальных и даже сенсационных находок. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими гостями. Иван Викторович, Руслан Васильевич, добрый вечер. Рад, что вы пришли, нашли время и пришли к нам в студию. Добрый вечер. Иван Викторович, хочу начать, наверное, с вас. Профессия археолог, ну, может быть, в нынешние времена и обыденная, но для многих остается профессией, покрытой тайной. Как пришли в нее? Хороший вопрос. Ну, в моем конкретном случае я в детстве уже увлекался историей, прошлым. Родился и жил в Ярославской области, где очень много памятников древности, старинных храмов. Вообще сам город — это ЮНЕСКО. И интерес к истории, он так как-то с детства воспитывался. Книгами увлекался приключенческими на историческую тему. Дюма, «Три мушкетера» и другие произведения. Ну и как-то вот в 8 классе стало интересно, что вот хочу быть археологом. И с 8 класса участвуете, получается? Нет, с 8 класса нет. Для этого мне пришлось поступить на исторический факультет Ярославского государственного университета. С первого курса я участвую в археологических работах. В этом году у меня 26-й полевой сезон. 26-й полевой. Иван Викторович, а где копали до этого? Вот три самых запоминающихся. Нет, ну 3 это мало, наверное. Это Ростов Великий, Переславль-Залесский, Ярославль, Рыбинск, Шексна, город Романов, Можайск, Юрьевец-Повольский копал. Вот, Енисейск руководил раскопом, Сургут, Березово. Вот, был на Мангазее, Тазовский городок, Пустозерск, первый русский заполярный город. Ну вот география. Ну, в общем, так скажем, предание старины глубокой, центр и север, северо-восток нашей страны. Да? Ну, я вообще со студенческих лет писал курсовые, дипломную работу защищал по археологии русского города. И копал я русские города от домонгольских слоев, начиная с 11-12 веков и до 19 века в Енисейске, например. Руслан Васильевич, меня вот что интересует. Я знаю, что вы очень плотно завязаны с темой сохранения памятников, культурного наследия нашего региона. Ну, нельзя же просто так взять, обнаружить памятник архитектуры и сказать, что здесь будут раскопки. Вот как определяется место для того, где нужно копать? И откуда вы вообще знали, что там находится? Не, ну, конечно, это же город Якутск возник не на пустом месте. Да? Здесь издревле жили люди там и до прихода русских казаков. Ну и особенно, когда пришли русские казаки. Да, город Якутск вообще двигался несколько раз, так скажем. Это был сперва Острог, Ленский, потом Якутский острог. Он сперва на той стороне реки Ленины был, потом несколько раз двигался, передвигался, потому что река Лена у нас своенравная. А казаки строили свои остроги ближе к воде, потому что транспортная артерия – это река. Они ходили на кочах. И поэтому, а река Лена, мы знаем, она всегда своенравная, нам затапливала, мы помним, Ленск затапливала. Буквально в этом году Намский улус под воду ушел, понимаете? Вот поэтому и проблема всегда обустройство этих острогов всегда это была проблемной. Они подмывались, их всегда переносили в более лучшие места, и только в 1642 году перенесли на эту сторону, где наш город Якутск. Да, это же, в общем-то, в документах все это как бы говорится. И, как всегда, город Якутск, река Лена стала подмывать уже острог Головинский. Было принято решение, был даже царский указ на эту тему, передвинуть Якутск вглубь территории, на новое место. И поэтому уже в 1680 году вышел такой указ, а в 1681 году уже приступили к постройке этого уже не просто острога, а уже строили крепость, понимаешь, капитальную крепость. Это уже деревянный Кремль был. И именно отсюда пошло, собственно говоря, и название «город». Городище стало. Вот настоящий город и возник. Поэтому исторически это было известно. Проблема-то в чем? Вот когда разрабатывается генплан города Якутска, всегда должны на самом деле учитывать такие исторические места, где есть как раз исторические места, такие культурные слои, которые надо сохранить. К сожалению, в нашем городе это как-то об этом не думали особо. И вот как раз на этой территории, ну, по генплану должен стоять жилой дом. Знаешь, вот вышла такая коллизия. Ну там же бы еще Чароит находился, там же сначала была церковь. Нет, Чароит это есть, да. Это же часть крепостных сооружений. Это была башня, потом эту башню убрали, поставили деревянную церковь, потом уже по указу Петра
уже было построить каменную церковь, да, поставили каменную церковь, Троицкий собор. Это все как бы был ансамбль единый. Там же была крепость, по периметру еще и острог был. Понимаете, это мощнейшее укрепление, это вообще уникальный объект деревянного оборонного зодчества, как говорили уже как бы экспедиции дореволюционные, там, да, это было как бы не только для России, но и для всей Европы. Это был уникальнейший объект. К сожалению, мы его не сохранили. Но вот сегодня, благодаря ребятам, которые приехали и начинают там доставать эти интереснейшие артефакты, вот представляете, мы теперь прикасаемся к Якутску 1681 года. Представляете, это 17 век. 17 век. Мы прикасаемся к этому благодаря археологам. На самом деле, может быть, и древнее, потому что те две постройки, которые относятся к концу 17 века, они сложены из вторичного леса. Вот. И, например, Соловьева Лена Николаевна, наша коллега якутская, она, Екатерина Алексеевна Строгова, они высказывали предположение, что при переносе города какие-то постройки и стройматериалы могли вообще использоваться от старого острога. Да, Вот, поэтому да, мы берем образцы для радиоуглеродного анализа, дендрохронологических. Возможно, там дерево будет и более древнее. Кроме того, обе постройки, они построены из судовых деталей. А, То это есть корабли были? Ну, это были разобранные корабли. Дело в том, что со стороны Иркутска, например, шли кочи, которые везли, скажем, хлеб сюда. И понятно, что сюда привозили хлеб, отсюда везли пушнину. Хлеб – это более тяжелый материал. Например, приходило 3 коча, разгружались, а с пушниной уходил там один. Остальные шли на стройматериал. Кроме того, вот говорили про переносы острога, связаны не только с рекой. Если вы посмотрите, что наш раскоп, что наших коллег, вы поразитесь размеру бревен. Они больше, чем в один обхват. Здесь такого леса нет. Их сплавляли откуда-то, получается. Ну, видимо, с верховьев Лены, да. Ну, и, может быть, здесь какие-то реликтовые леса росли. Ну, тоже... я даже вот дополню, да, вот именно специально были приглашены плотники Синесейска и Верхоленска, которые со своим материалом, тоже сплавом, был направлен сюда. И было уже и указано нашим якутским князцам, чтобы крупный лес, который найдут в якутской тайге, везли в Якутск. Понимаете? Поэтому это, в общем-то, Коллективная такой работа, сборная да? коллективная работа, не только вот якутский лес, да, здесь и привезенный. Слушайте, здорово. Иван Викторович, Руслан Васильевич, мы продолжим сейчас погружаться, ну, буквально в глубины истории. Я хочу напомнить зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостям программы можно по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Иван Викторович, ну, бригада у вас там большая, насколько я знаю. Кто задействован вообще в раскопках, помимо профессиональных археологов? Ну, не такая уж большая. Вот специалистов вместе со мной 6 человек, которые приехали в ваш город. Это наша организация научно-производственное объединение «Северная археология-1». У меня в команде есть архитектор-реставратор. Вот, это моя правая, можно сказать, рука. Кроме меня есть еще археолог Юлия Леонидовна Байкина, которая помогает мне налаживать эту работу, руководить. Вот. В общем, команда-то не очень такая уж большая. Остальная рабочая сила, основная, это, конечно, молодежь. Я их имел в виду, да. Школьники и студенты, да. Школьники и студенты. И, к счастью, их в Якутске желающих поработать хватает. Но все приходят с горящими глазами в поисках там открытий. А на самом деле работа очень тяжелая, монотонная, методическая. То есть все находки, они всегда проявляются не за счет только удачи, да, они за счет методичной работы. Есть методика, она разработана и утверждена Академией наук. Вот, то есть мы работаем не как мы захотим, есть специальный свод правил, очень строгий. Вот, и мы работаем в соответствии вот с утвержденной методикой. И эта работа очень такая физически тяжелая, изматывающая, изнуряющая и монотонная. Плюс наша жара, дожди, машкара, которая сейчас, я уверен, Вот я хочу сказать, что это один из плюсов, почему мы стараемся набирать местную молодежь, Потому что которая они знакомы, адаптирована. Конечно, если привезти, скажем, там из европейской части или с южных территорий, то ребятам будет очень еще тяжелее, у них вопрос физической адаптации. А у нас вот ребята тут на покосы ездили, приезжали, отдыхали от машкары. В общем, тертые калачи. как Ну, в говорится. общем, адаптированные люди, да. А насколько уже удалось погрузиться, так скажем, глубоко в землю? Вот, если можно с точки зрения архитектора об этом, археолога об этом говорить? На самом деле не так глубоко. Мы, конечно, наш главное ожидание — это найти остатки оборонительных укреплений, остатки фортификаций, стен, башен. Вот пока мы их не обнаружили. Известно, что остатки острога в 1922 году были разобраны, вынужденно на дрова. Вот. Но мы очень надеемся, что часть конструкции все-таки в мерзлоте
не разбиралась, она осталась. Но пока мы вот на участке не зафиксировали. Не буду подробно останавливаться, с чем это связано, работы еще продолжаются. Но поскольку это был административный центр города, то есть это Кремль, то активной хозяйственной деятельности здесь не велось. Поэтому культурный слой здесь небольшой. Но мы нашли постройки, которые, условно говоря, подвалы воеводские, как обозначены, вот они углублены на 2 метра в материк. То есть это были кладовые, вот, ледники. Подождите, а мерзлота? Вот это тоже для нас очень большой вопрос, как они ее копали. Потому что железные лопаты, конечно, были в 17 веке, но это не такие, как у нас, и даже сейчас нам довольно сложно. Но тем не менее, техника, которую они используют, в смысле приемы, они сами по себе уже предмет изучения. Руслан Васильевич, ну это же не ваши не первые раскопки, я уверен, что которые вы застаете в Якутске. Вот чем раскопки на Каландрашвили отличаются, допустим, от тех же раскопок, которые сейчас, Скажем, возможно, ведутся на на идут, там, Чернышевской? прочее, да. Ну вот еще раз говорю, что здесь как раз мы прикасаемся вот к истории города Якутска. Знаешь, это самые древние старые сооружения деревянные. Вот в этом-то как раз и уникальность и есть, да, вот. И мы даже вот сейчас Иван затронул такой момент, что этот крепость, да, крепость Якутск сожгли, скажем, да, на дрова пустили в 1922 году. Если мы окунемся в историю, то это как раз это период гражданской войны. Это же город Якутск был в полной оккупации. У нас была электростанция, которую надо было топить дровами. Значит, городу нужен был свет. Было принято решение вообще ту старую крепость пустить на дрова. И был такой у нас наркомфин Семенов, который как бы очень эрудированный и грамотный человек, который изучал и берег, знал эту историю, ценность, ценил ее. И он попросил хотя бы доставить одну башню, надвратную башню Якутского острога, не пускать ее на дрова и взамен отдал свой дом. Представляете, эта башня сохранилась и сохранялась до 2002 года. К сожалению, ее сожгли. Да. А это вот тоже, по некоторым данным ученых, что это, возможно, еще с Головинского острога эта башня перенесена. Это уже 1643 год. А если, возможно, когда перевозить с той стороны, материал мог идти оттуда, еще древнее. Понимаете, это вообще это все уникально. Так мы же для всего Дальнего Востока такую лепту вносим, конечно, археологическую. И вообще город Якутск – это самый первый город на Дальнем Востоке. И самое интересное – город на вечной мерзлоте. И потом он задал вопрос, скажем, вот 4 метра в глубину, это же в мерзлоте. Как? 2 метра. 2 метра, извиняюсь, 2 метра. Но у нас же стоит недалеко отсюда и шахта Шергина. 116 метров в глубину в мерзлоте. Но там у Шергина же была лопата, насколько я знаю. И тут тоже был инструмент металлический. Но факт то, что все вручную делалось. Значит, уже работа в мерзлых слоях, таких в многолетней мерзлоте, был опыт уже. Конечно. Но первый русский заполярный город основан в правлении Ивана III. Это Пустозерск, 1499 год. Это Ненецкий автономный округ. В 1601 году была построена Мангазея. Это Ямало-Ненецкий автономный округ сейчас. Да? То есть Якутск – это не первый город, основанный на мерзлоте. И даже в самой Якутии таких городов несколько. Это Зашиверск, Нижнеколымский острог, Среднеколымский острог, Алазейский острог. Это все города, которые основывались на мерзлоте. И опыт, конечно, такой был. Кроме того, надо понимать, что русское продвижение на восток, оно отличается, скажем, от британских колонизаций и североамериканских. Тем, что русские интегрировались с местным населением, перенимали опыт их строительства. Опять же, местное население перенимало у русских их технологии. И вот это взаимообогащение культуры, она и обусловила успех русских на мерзлотных грунтах в том числе. Ну и эта вечная мерзлота сыграла на руку в том числе и сейчас нам с вами, потому что все, что попадает в вечную мерзлоту, оно как будто в консервной банке там находится, и долгие века, и лет, и там и хранится. Собственно, начали уже находить крупные находки. Не хочу сегодня говорить про берестяные различные фрагменты, о них уже сказано много. Я думаю, те, кто смотрит нашу программу, смотрит и наш телеканал, мы много снимали о кусочках бересты. Вот сегодня у них какая судьба? Развернули, насколько я знаю. Они развернуты были сразу, то есть у них сейчас проблема... Высушили? Нет, они сохнут будут еще долго. У нас сейчас проблема такая, мы их выпрямляем, они лежат под гнетом, под прессом, потому что профилактически мы их вынимаем, смачиваем дистиллированной водой, расправляем складочки, чтобы они равномерно распрямлялись. Но вот даже небольшое время пребывания на воздухе, они начинают сворачиваться. Поэтому наша задача сейчас выпрямить. То есть мы этим работаем. Они лежат под грузом, под спудом. Но я хотел бы все-таки
закончил. с Да, вы археологией. сегодня не с пустыми Да, руками. Давайте да. начнем с более крупного Нет, предлагаю. давайте с самого мелкого. древнего. Хорошо, да. давайте. Это Что даже это такое? не мелкое, это монеты. Монеты называются чешуя. Почему чешуя? Они похожи на рыбью чешую. И вот я просто покажу, вот они размером с ноготь. Даже я скажу, что есть письменные свидетельства иностранцев о том, что мелкие монеты русские настолько легко потерять, что часто русские люди носили их за щекой вместо кошелька. Это мелкое серебро. Но вот эта монета, она интересна тем, что эта монета отчеканена при Михаиле Федоровиче Романове. То есть именно по указу этого царя был основан Ленский острог. Но монеты имели долгое хождение, поскольку серебро – вещь ценная. И вот эту монету мы нашли в постройке номер 7, одну из двух древних построек, которую мы, кстати, сейчас конструктивно все изучили, разобрали и перевезли в управление культуры города Якутска в надежде, что будет создан музей археологического дерева. В той же, да, конечно. В той же постройке мы нашли еще одну монету Алексея Михайловича Романова. Она интересна вот чем. По бокам здесь сделаны два отверстия. Это нашивка на одежду. То есть монеты использовали не только как утилитарные, но и как украшение. Вот, потому что на одной стороне монеты здесь надпись «Правление кого», отчеканена, с другой копейка, почему называется, да, всадник с копьем. Всадник с копьем. И вот эта вот монета, я специально ее принес, это использовали как украшение. Вот здесь видны отверстия. То есть, видимо, у кого-то была на одежде, он вот отвалилась. Поскольку у нас постройка 7-я с таким очень хорошим полом из корабельных досок, то эти монетки, видимо, оторвались, упали в щель между половицами. А как удалось вот в земле их найти? Как я уже сказал, у нас есть методика, по которой мы работаем. Кроме того, мы используем металлодетектор для контроля. У нас есть переборка, металлодетектор. Ну и кроме того, мы снимаем очень маленькими слоями. И в заполнении конструкции мы вообще работаем кельмами. Слушайте, ну Даже не удивительно. лопатами. Это какой вы сказали? 17 век. Да. Это вторая четверть середины 17 века. Самые древние археологические предметы найдены при раскопках города Якутска. То есть монеты такие находили, но не в самом Якутске, не в ходе раскопок. И здесь еще есть у нас керамические детали. Что Ну, это у не нас просто керамический, это такое? фарфор. Да. Дело в том, что до обнаружения грамот, я хочу сказать, что мы отличились еще тем, что у нас наиболее интересная коллекция археологического китайского фарфора. Это китайский фарфор, привезенный сюда как импорт. И обратите внимание, здесь сюжеты, сложные сюжеты. Ну, это фарфор 19 века. Вот, то есть у нас все-таки находки из разных эпох. У нас есть 18 век, есть 17 век, есть 19 и 20 век. То есть 30-е годы тоже у нас присутствуют. Но вот такой сюжетный, полных форм фарфора в археологии встречается довольно редко. Фарфор, потому что китайский очень тонкий, легко колется, видите, он весь Я помню, фрагментирован. даже порезался уже. Да, будьте осторожны. Вот это вообще интересно, потому что здесь в основе сюжетов лежат разные китайские притчи. Вот здесь, например, изображена собака на привязи, женщина с куском мяса. И у нас вот здесь тут есть фрагмент тоже, голова мужчины в шляпе чиновника. Есть притча китайская о том, что нельзя бить собаку, которую кормишь. Там мудрец наставляет женщину. То есть в основу вот этого сюжета лежат разные китайские притчи. Здесь тоже обезьяны с фруктами. Ну, что-то вроде басен, как вот Крылова, поучительные истории. Поэтому этот фарфор очень интересный. Это, то есть, получается, две кружки? Это Какой-то набор, две был? чашки для да? чая. Для чая. Это чайный набор. Вот. Они одного времени, совершенно с разным сюжетом. Слушайте, задам, наверное, очень глупый вопрос. А как он здесь оказался? Китайский фарфор. Прекрасно. Из Китая. Да, Из Китая. потому что я знаю, когда мы были у ваших коллег на раскопках, были какие-то бамбуковые циновки. Здесь Они еще у нас тоже есть. Нашли китайский фарфор. У нас тоже есть как мы были бамбуковые перегородки, но мы связаны рекой Леной. Потому что надо помнить, что у нас империя была Мин, потом была империя Цин. И, например, когда была империя Цин, то, например, Тыва, часть Башкирии и Амурского края, они входили в территорию этой Китайской империи. И в конце 17 века был военный конфликт между Китаем и русским государством. Вот, Албазинский острог был несколько раз в осаде. И вообще, Кстати, вот, в Албазин пришли наши якутские казаки. да, и здесь надо сказать, что как раз перенос острога в 1680 году и укрепление якутского, он связан именно с китайским конфликтом, потому что опасались, что китайские войска продвинутся, будут рейды совершать по Лене вниз по течению. Поэтому Якутск укреплялся. Спрашивают, а зачем русские укрепляли крепость? Против Китая.
Ну, то есть, в принципе, закономерно, что здесь Конечно, должен быть... конечно. Ну, конечно, и китайский связи были не только, скажем, в 17 веке, да, вот с Китаем, там, с другими странами, и с древнейших времен А знаете почему? Кстати, археологи Китай- находят там, да, много предметов из Китая, из других там стран, да, даже с Индии находят там вполне. Это раньше бы это мы думаем, что связи только сейчас в связи с самолетами возникают, да, межрегиональные какие-то связи. Они были с древнейших времен. Тут очень интересно Это подтверждает ценность археологи. смеха. Ценность смеха для Китая. Дело в том, что в эпоху империи Исаак. Мин, в чем значение? Дело в том, что в эпоху Мин они ввели различия воинских званий, которые отличалось по мехам. И меха были нужны для комплектования армии. То есть по тому, какой мех нашивался на военную форму, можно было определить звание. И поскольку у Китая была огромная армия, ну, вот, потому что ну, это, у них, правда, были большие воинские подразделения, то мех требовался постоянно. Он изнашивался систематически, поэтому Китай был основным потребителем мехов. А взамен он поставлял, соответственно, чай, фарфор, шелк, другие ценности, специи в том числе. Я вот сейчас хотел затронуть такой момент, то, что вот сейчас Иван говорил, насчет материала, деревянного материала, который, скажем, вот извлекается, и его сохранение. Вот как раз, когда Евгений Николаевич был на встрече, вот на раскопе мы ходили, и как раз в этот момент обсуждали, что с этим материалом делать. Конечно, для города Якутска нужен музей археологии деревянного зодчества. И на эту тему мы уже... Как, допустим, в Казани есть. Да, совершенно. Это прекраснейший Свияжский. музей, когда ты идешь в Свияжи, там это Да, просто Свияжский. по культурным слоям эти Музей все там дерева. лежат. Ну, это, и самое главное, там очень много посетителей. Казалось бы, что там? Ну, в смотреть, Якутске лучше сохранность. Да. То есть там мокрый слой, а И здесь там вода, мерзло. да. И эту как бы тему уже несколько лет обсуждали. Вот действительно, сейчас уже пришли, как действительно такой музей нужен. И даже примерно определили место. Сейчас более-менее такой вот свободная территория. Это вот район универсама 2 к берегу Где туда. гимназия? Да, классическая. да. И там как раз есть свободные места, да, и Евгений Николаевич сказал, что мы там прекращаем любое строительство, все уже, там не строится, ничего не будет, и там проведут тоже раскопки археологические, и тот материал, который сохранился, и сейчас он специально сохраняется в определенных условиях, потому что он с мерзлоты только что достали, и он, если попадает на солнечный свет, он начнет рассыхаться и трескаться, неравномерно рассыхаясь там, да, вверх, если сохнуть будут, значит, трескаться будет, поэтому сейчас положили специальное помещение, где влажная температура, в зимнее время, наверное, вынесут на улицу, чтобы это вошел опять там в свое Достаточно состояние. проветривать. Да. Ну, я хочу сказать, что Ну, такой музей будет. Это, в передали- общем-то, здорово. передали не только материал, но и по просьбе, опять же, управления культуры города. Они написали письмо на нашу организацию. У нас есть опыт по сохранению древесины с Мангазеи. Мы собрали материалы с рекомендациями по первичной консервации и глубокой консервации древесины и передали. И очень надеемся, что эти рекомендации лягут в основу разработки концепции и формирования бюджета этой организации. Потому что требуются материалы, нужно пройти подготовку специалистам. И все условия хранения мы расписали и поделились этой информацией, этим опытом. Я знаю, что у вас на месте раскопок был какой-то небольшой простой, какая-то задержка с коммуникациями. Что случилось и удалось решить вопрос? Ну, Все-таки в условиях нашего короткого сезона любое промедление Но у фатально. нас предполагалось, что нашей работе полномасштабной будет предварительно перенос городских коммуникаций. Нам обещали, что это будет сделано в конце мая, начале июня. Вот сейчас 7 августа, и эта работа не выполнена. Вот даже проходили совещания у главы города по этому вопросу, но, к сожалению, вопрос окончательно не решен. Он сдвинулся с мертвой точки, но, к сожалению, движение по решению этому вопросу крайне медленное. И в связи с тем, что сети в аварийном состоянии, чтобы, не дай бог, наша работа на них негативно не повлияла, мы, выполнив часть работы, приостановили их. Только после совещания и после того, как это было взято под контроль соответствующими службами и заказчиком, мы продолжили работу, отступив от этих коммуникаций в безопасную зону. То есть там охранная зона 3 метра, мы отступили 4 метра с лишним, чтобы наша работа негативно не влияла, не дай бог, люди бы не остались без водоснабжения или там еще чего-нибудь. А в целом до какого месяца продолжатся еще раскопки? До сентября, я думаю. Сложный вопрос, потому что тот объем, который у меня сейчас в работе,
Я думаю, что мы в начале сентября его закончим. А вот тот объем, который остается под теплосетями, я думаю, что уйдет в следующий сезон. Потому что мерзлота – это то условие, которое ограничивает наши возможности. Ну, продолжение следует, так скажем, В любом следующем случае, году, да? или в этом году, или в следующем году, в любом случае, работа будет Ну сделана. вот в решении этой проблемы, конечно, вот в IPIC тоже в стороне не безусловно, оказались, да. потому что как только мы узнали, что возникла такая проблема, я сразу связался с главой города Якутска, обрисовал эту проблему, и он как раз мне сказал, я вот завтра с Андреем Высоких мы как раз делаем проезд по нашим всем этим местам, где вот археологическая работа, как раз там и обсудим. И в это время как раз и обсудили, и после этого назначили рабочее совещание уже в администрации города Якутска. И, в общем-то, эти вопросы порешали. Но, к сожалению, они до сих пор не решены еще, да. Поэтому я бы хотел еще раз обратиться к Евгению Николаевичу, чтобы еще раз к этому вопросу вернулись и как можно быстрее решили эти вопросы, потому что, ну, лето наше короткое, к сожалению, да, мы не в Европе живем с вами. Вот, сегодня жарко, завтра уже снег пойдет, поэтому каждый день, каждый час на счету. Хотелось бы, чтобы работы эти проходили, ну, в темпе, в своем режиме, не спотыкаясь и не останавливаясь. Это очень важно. Особенно учитывая, что за раскопками следует же и строительство жилого дома. Ну, собственно, если мы откладываем одно, затягивается и другое, как говорится. Иван Викторович, у нас остается буквально 4 минуты. Хочу задать последний вопрос. Что еще ожидаете обнаружить вот на месте? Еще берестяные грамоты. То есть у нас постройка, в которой они найдены, она ушла за первоначальный проект. Мы согласовали прирезку. Сейчас ждем демонтажа вот как раз газораспределительной станции, которая нас держит. И ну, эта постройка должна быть изучена в этом сезоне. В следующий сезон ее оставлять нельзя. И там должны быть еще берестяные грамоты. Это главное, что мы ожидаем. Ну, а там же, насколько я знаю, они хранят очень важную информацию. Ну, я думаю, что там и монет побольше. И монет побольше. Руслан Васильевич, в завершение, знаю, что вы активно занимаетесь восстановлением и проектом «Старый город». На каком этапе? Ну, «Старый город 2», вот, который в Залоге. Да. Ну, на сегодняшний день могу сказать, что есть постановление, уже вышло правительство об объединенной охранной зоне. Сегодня на этой территории уже как бы прописаны все регламенты, из какого материала можно строить, сохранять, прочее, там все прописано. И уже 2 объекта по конституционному соглашению с администрацией города Якутска уже восстанавливаются. Это мы, собственно, спасли 2 дома. Это вот дом Валериана Васильева, он попадал под застройку. Значит, его тоже просто по программе ветхого жилья должны были снести по закону. Но все пошли навстречу нашему предложению, и этот дом подписано концессионное соглашение с инвестором, и он уже переносится в Залог. Уже он там в Залоге, уже там восстанавливается. И второй дом – это дача на Сергелях, это Никифора Манитахола. Да? То же самое, там это территория детского сада, а детским садам нельзя быть в деревянном аварийном доме, поэтому он тоже подлежал как бы сносу. Это не объекты культурного наследия, поэтому они, как бы, над ними нет защиты закона такого федерального. Да? Поэтому здесь одна воля, желание чиновника, они могли бы снесены. Но слава богу, что у нас чиновники прислушиваются к мнению общественности и идут навстречу. Поэтому этот дом тоже мы сохранили, он тоже восстанавливается. Следующий объект, конечно, это дом Чапалова. Это уже объект культурного наследия, он сегодня в ужасном состоянии. Жильцов переселили, и теперь вот как раз идет вопрос консервации и дальнейшей его работы. Вот за него у меня, в общем-то, душа болит, и хотелось бы как можно быстрее там завершили все эти юридические вопросы, чтобы его можно было начать работу по реставрации этих объектов. Поэтому, в принципе, работа движется, но не так хотелось как быстро все, да, оно медленно, но двигается. Но главное, что Да, движется. тем более сейчас уже разрабатывается КРТ, это комплексное развитие территории, данной территории, этого участка, да, вот. Поэтому, вот, в общем-то, вроде все поддерживают, все двигается, но хотелось бы быстрее, как всегда. Ну что ж, я уверен, что ждет нас еще много удивительных открытий. Иван Викторович, Руслан Васильевич, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Но я напомню, что сегодня мы говорили об уникальных, удивительных раскопках на территории нашего города. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Спасибо, что были с нами. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.